Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». С вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Екатерина Голикова, а в нашей студии гости, и я совсем скоро их представлю. В эти дни проходит в Якутске фестиваль «Чайковский фест Якутск». И в нашей студии люди, которые имеют непосредственное отношение к этому мероприятию, гости не только нашей студии, но и гости нашего города. Наверное, первыми я представлю гостей. Это Татьяна Антоновская, директор образовательной программы фестиваля «Чайковский фест Якутск». Татьяна, здравствуйте. Добрый вечер. Также в нашей студии сегодня Дмитрий Дедух, продюсер фестиваля «Чайковский фест Якутск». Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Удивительно приятные люди, и разрешили мне даже без отчеств к вам обращаться. Я вам очень благодарна. И наш земляк сегодня в нашей студии Владислав Левочкин, директор Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, руководитель фестиваля «Чайковский фест Якутск». Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я очень рада вас видеть. И напомним, что мероприятие, которое вы организовываете, фестиваль, он проходит в этом году к 185-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. И, конечно же, наверное, важно сказать о том, почему этот фестиваль проводится, почему он решил состояться, и какая основная цель этого фестиваля, и кого вы ждете в эти дни на премьеры, на мастер-классы, на встречи, на спектакли. Пожалуйста, кто начнет? Ну, я начну, наверное, с того, что мы на самом деле очень давно хотели обновить те спектакли, которые у нас шли в репертуаре именно Петра Ильича Чайковского. Это Евгений Онегин, это Иоланта, которая у нас сценическое воплощение тоже совершенно недавно получила, и, соответственно, Щелкунчик, который появился в этом году, прям в год, юбилейный год. И это действительно шедевры мировые шедевры классической музыки, очень любимые зрителям, самые, наверное, известные вот балеты, оперы, и востребованные молодежью. И как раз-таки вот за последние годы нам удалось существенно обновить этот репертуар. И возникла мысль, почему бы не сделать вот посвященный именно Петру Ильичу Чайковскому фестиваль с приглашением именитых артистов из Большого Мариинского театра. И ну вот этот год, то, что он был объявлен юбилейным, то, что на самом деле очень много фестивалей, посвященных Чайковскому, проводится, он подтолкнул к тому, чтобы мы вот нашли наших партнеров, наших друзей из Санкт-Петербурга, с кем познакомились, вот фактически работая над этим проектом. И мы очень рады вот фонду ФС, который представляют Дмитрий, Татьяна, и также Санкт-Петербургскому отделению Союза работников культуры России, который представляет Владимир Еленко, он еще не доехал, вот должен послезавтра прилететь. Это вот те партнеры, которые являются заявителями нашей вот как раз таки фестивальной программы, с которой мы подали заявку на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. И президентский фонд нас поддержал. Конечно, чему мы были очень обрадованы, очень счастливы. И благодаря этому мы можем вот пригласить таких звезд именитых. Надо сказать, что финансовый год не совсем успешный, не совсем удачный для всех, да, и для республики в том числе. Поэтому во многом благодаря такой поддержке мы можем делать такой масштабный праздник, такое масштабное событие для якутян. Для нас понятно теперь все. А как для гостей из Санкт-Петербурга, какая ваша цель, зачем вам нужно такое мероприятие и такие гастроли? Ну, я здесь впервые, в Якутии, в Якутске. Дмитрий просто был уже, ну не в Якутске, а в Мирном. Вот. Вообще, зачем нам? Это очень интересный регион. Ну, как бы, так как я никогда здесь не была, в принципе, само то, что
приехать, познакомиться с культурой, познакомиться с людьми, узнать всех поближе, вот, прочувствовать. Ну, не знаю, для меня лично, как для человека, это было очень интересно и очень важно. Расширение географии, как бы сплотить нашу Санкт-Петербург как культурную столицу вместе с Якутией, это же прекрасно, прекрасная идея. И мы так далеко друг от друга, и при этом культурные связи, ну, как бы мы делаем сотворчество такое совместное, вот, что мне кажется, что это очень важно и очень интересно. Да, я могу добавить то, что нам, так как наш фонд, основная его задача — это поддержка молодых исполнителей, да, в сфере классического искусства, то нам, конечно, интересно посмотреть на молодых певцов в Якутске, да, посмотреть, может быть, пригласить их на какие-то проекты, которые мы проводим, которые проводятся в других городах, да, мы регулярно это делаем, в принципе, и проводим кастинги какие-то, смотрим вот, и образовательные элементы существуют в наших проектах, и поэтому нам интересно это с точки зрения того, чтобы был культурный обмен, чтобы мы единым организмом двигались, чтобы мы не локально находились в своих городах, да, а чтобы мы менялись, смотрели, приглашали друг друга. То есть это важный элемент общего развития культуры нашей страны. Вот, пожалуй, это вот основной интерес, который мы видим в этом. Конечно, сам проект очень интересный, очень радостно то, что это происходит, то, что это поддерживается государством, да, то, что это вызывает, судя по количеству билетов проданных, вызывает огромный интерес у зрителей, да. Вот даже в первый день мы ехали, вызвали такси, едем, проезжаем мимо театра, водитель говорит: что здесь происходит? Такой, говорит, здесь столько машин вообще я никогда не видел, да. Но мы говорим, здесь вот фестиваль Чайковского происходит. Он такой: как здорово, что и вот у нас происходит такое. Это правда очень здорово. Это здорово для зрителя, который приходит, который смотрит, у которого есть возможность посмотреть. Вот мы смотрели «Щелкунчик» спектакль. Ну, блестяще. Хорошая хореография, блестящая сценография. Да, то есть это на самом деле хороший уровень, который вот фестиваль позволяет, да, показать зрителям, привлечь интерес. Очень важно. И вот мы благодарны руководству театра за то, что они делают такие шаги для вот популяризации вот искусства и музыки великого Чайковского. Да, я видела вас на сцене, вы приветствовали зрителя как раз вот в день премьеры «Щелкунчика». И я хочу поблагодарить, к слову, Нину Владимировну Горелову, она начальник отдела рекламы, которая подарила билеты мне и моим коллегам, и мы тоже могли увидеть этот спектакль. И вы смотрели на актеров, вы уже, наверное, познакомились с труппой театра, и кого-то, возможно, даже присмотрели, чтобы пригласить к себе. И для наших актеров наверняка, исполнителей, певцов, танцоров, это, конечно, будет, ну, не знаю, там, путевка в жизнь, да, это круто уехать в Санкт-Петербург и поработать в одном из крупнейших театров. А как актеры из Санкт-Петербурга захотят ли приехать сюда? Здесь же и климат, и театр, ну, не такой громкий. Не в обиду будет сказано. Ну, на самом деле, театр замечательный, и сюда есть, вот мы как обычные люди, например, да, вот уже несколько дней проводим здесь, и мы для себя видим только очень приятные какие-то моменты, да, потому что, ну, Якутия удивляет, я бы так сказал, да, вот очень приятно, очень теплый прием, за что мы благодарны, да. И артистам, которые уже приехали, они вообще в восторге здесь в полном находятся. Да. Вообще... И ребята проводят уже репетиции. Алексей Асланов, как дирижер, он говорит, что очень высокое качество и оркестра, что он с удовольствием работает, что ребята молодые очень откликаются на все его просьбы, и что репетиции проходят очень гладко, и что очень высоко оценивает уровень, поэтому... Не знаю, мне кажется, что все с удовольствием поедут. Да, Коннект состоялся. Да, коннект уже состоялся, и мне кажется, что сейчас-то ребята поедут обратно, наши, и расскажут всем, поэтому следующие, которые поедут уже с сознанием дела и будут очень счастливы сюда ехать.
У нас, кстати, есть фотографии гостей, да, этого фестиваля, ну, сегодняшнего, да. Если режиссер покажет, вы можете рассказать немного о тех, кто... Да, это Татьяна Павловская на экране, это номинант 2 премий Грэмми, выступала на всех ведущих мировых сценах, Метрополитен-опера, в Вене, Ласкала, очень высокого уровня певица, блестящая певица, отличный голос. Это, плохо вижу, это Рустам Исхаков, да? Это солист, премьер Башкирского театра. Он будет танцевать вместе с Марией Булановой, солисткой балета Мариинского театра. Они будут в «Лебедином озере» главных героев исполнять. В общем, тоже интересно будет посмотреть. Вот Мария как раз на экране. Такие именитые гости, конечно, билеты все разошлись даже, и нечему удивляться. Это Алексей Татаринцев. Да, это... Замечательный тенор из Москвы. Да, он приглашенный солист Большого театра, выступает также на всех мировых площадках. Кстати, лауреат «Золотой маски». Ну, да, наверное. Ну и многих конкурсов. Да, Алексей очень титулованный певец и прекрасный действительно певец. Мы его очень любим, потому что он потрясающий просто тенор, каких практически нет, мне кажется. Это точно. Когда я получила билеты в подарок, приглашение на «Щелкунчик», я какое-то время переживала, что мне нечего надеть, вот нет таких парчевых нарядов, да, потому что я очень редко бываю в театре оперы и балета. И когда я пришла, я подумала, что зря я переживала. В основном люди пришли в том, в чем ходят на работу и как-то повседневной жизни. Насколько для вас важно то, как приходит зритель, каким он приходит, как он одет, вам как организаторам, как тем людям, которые общаются с актерами, с певцами, с танцорами. Какое вот у вас может быть общее впечатление на сегодняшний день и как бы вам хотелось? Ну, то, что люди идут в театр, это уже похвально. В принципе, да, то есть, но, конечно же, нам хочется возвращать традицию, которая была много лет назад, когда люди выходили в вечерних нарядах, да, там, для них это культурное событие, да, то есть они готовятся к нему, там, выбирают наряд, вечером там выйдут вместе там парами в театр, сходят в буфет, выпьют шампанского, ну, то есть какой-то такой в этом есть элемент праздника, да. Ну, я потом видела, что детишек-то очень как раз наряжают. Девчонки все были в платьях, такие хорошенькие, милые дети вообще. Мне очень понравилось. Конечно, детей много было, да. Много было детей, да. Это очень здорово. Это очень здорово, то, что дети идут. Девочки нарядные, пускай привыкают. Даже в какой-то момент мы видели, девочка начала танцевать вместе. Не удержалась. Под музыку. Да. Мы такие подумали, что это будущая балерина. Но музыка-то, правда, она на слуху, да, вот взять, конечно же, там «Щелкунчик», там все знают ее так или иначе из мультфильмов каких-то, да, там где-то в рекламе, там, может, за что рекламу, в общем-то, можно поблагодарить, да, что какую-то классическую музыку они используют. Конечно, когда человеческая психология так настроена, да, что ты когда уже слышишь знакомый мотив, тебе кажется, вот, все, да, легче воспринимается. Легче воспринимается, да. И дети, конечно, пританцовывают. Ну, здорово. Да, Петр Ильич Чайковский и композитор, и драматург, его даже называют психологом в музыке. Я вчера обнаружила такой его статус, и мне это очень понравилось. Сбилась с мысли. Но он трогает душу. По-настоящему. Да, он трогает... все, мысль вернулась. Все-таки не каждый человек может вот воспринять спектакль, да, балет, если у него нет какого-то образования, если нет какого-то навыка посещать театр. Вот все-таки ваш зритель, он какой, если обобщить этот образ? Это люди, которые, наверное, как-то разбираются и в музыке, и в балете, потому что если с непривычки, наверное, нет больше. Или как? Мне кажется, зритель, он разный. Зритель разный, и на самом деле музыкальный материал, который дает театр, он тоже разный. Да, конечно, если вот так взять общий совет, наверное, есть более-менее хрестоматийные произведения, да, на которые стоит идти в первую очередь и стоит вести на них детей, условно, да. «Щелкунчик» — это такой доступный для восприятия материал, да, точно так же, как Евгений Онегин, например, да, это все-таки такие произведения, которые
понятны, которые не слишком заморочены. Это не Вагнер, там, да, к которому нужно дойти спустя какое-то время, когда уже ты становишься таким профессионалом в понимании музыки, да. То есть, и мне кажется, как раз вот чем хорош фестиваль Чайковского, да, вот, который мы сейчас проводим, да, тем, что он дает возможность открывать для себя мир оперы и балета для зрителя, который никогда, например, не ходил и никогда не видел оперных и балетных постановок. И это очень благодатная почва для вот открытия для себя этого. И, в общем, можно только порадоваться за якутского зрителя. Ну, вообще, вот у нас, на самом деле, зритель нельзя сказать, что он один и тот же, тот, кто является нашим постоянным зрителем, потому что, ну, вот в последние годы ситуация меняется, и, на самом деле, молодежь очень интересуется. Ну, молодежь мы все замечаем, что она такая у нас с широким кругозором, интересующаяся. И часто бывает, что мы видим, что приходят люди, которые вообще впервые зашли в фойе и спрашивают, как зайти в зал, например, да, то есть они никогда не бывали в театре. И во многом этому тоже способствовала та же Пушкинская карта. Допустим, ну, еще раз похвалимся, да, мы стали лучшим региональным театром по Пушкинской карте, и мы изучали тот репертуар, который смотрит сейчас по Пушкинской карте, это как раз-таки классический репертуар. В первую очередь это и Евгений Онегин тот же, это и «Лебединое озеро», это еще и «Улкунчик», то, с чем хотят ознакомиться наши зрители именно в молодом возрасте, потому что это база, это основа для того, чтобы воспринимать вообще в целом культуру, искусство профессионально. А вы с каким произведением впервые познакомились, что вот у вас так судьба сложилась, что вы так глубоко в этой теме? У меня лично? У вас лично. Впервые в театр я на самом деле попал в достаточно зрелом возрасте, поскольку детство у меня прошло в северном поселке Черский на берегу Ледовитого океана, и как бы не было возможности ходить в театр, поэтому я уже студентом попал впервые в театр, это было в Москве, это малый театр был, была «Чайка», и там играла, по-моему... С козырей зашли. Да, Гундарева, по-моему, там была. И это было, ну, такое вот первое впечатление, просто как студент захотел зайти в театр и посмотреть, что это такое. И, наверное, тогда даже и подумать не могли, да, что со временем вы станете директором? Нет, конечно, никогда не думал, но, будучи журналистом, я всегда интересовался этой темой и часто писал о людях искусства. Поэтому это тоже мне помогло, видимо, вот как бы влиться. Все-таки, да, направление было уже задано и выбрано. Татьяна, а вам, вот если я такой же вопрос задам, ваше первое знакомство? Ну, у меня немножко другая история. Я познакомилась совсем в раннем детстве, потому что мы росли на мультиках, на пластинках, и у меня как раз воспоминания, если говорить конкретно о Чайковском, то это мультики, как раз был «Щелкунчик», да, и «Золушка» была. Вот. И вся эта музыка, «Вальс цветов», все это звучало, и меня как раз, я не могу сказать, что приучали, но мы с детства я ходила в театр, с раннего. И уже в 3 года меня выбрали в хор, в детский, где я была солисткой. Соответственно, я уже ходила и по небольшим концертным залам. Вы из Санкт-Петербурга? Из Санкт-Петербурга я там родилась, там родились мои родители, мои бабушки, мои дедушки, мои прабабушки. То есть у меня глубоко петербургская семья. Ну да, тут не было шансов да, остаться абсолютно, в стороне. Да, мои, значит, это получается прабабушка, еще маленькой девчонкой. Мне бабушка рассказывала, как она бегала в Мариинский театр. Вот так вот. И вы, вот, получается, дорожку протоптала. Дмитрий, а как у вас? Ну, у меня получилось так, что у меня мама пианистка, отец актер, да, актер драматического театра, а мама пианистка, а я в итоге стал актером музыкального театра, ну, изначально по образованию. И, конечно, в большей степени, наверное, я первые такие шаги помню, наверное, закулисные. То есть сразу же как-то с детства я находился за кулисами театра, да. А что касается уже конкретно оперного театра и знакомства с оперой, то первая опера это был Евгений Онегин как раз таки. Он, как я говорил, очень понятный, да, и тогда я, наверное, как-то полюбил это дело.
Вот. Но вообще в целом, конечно, в оперу закинуло таким образом, что когда настал выбор поступления, ну, учитывая музыкальное прошлое, это был тот факультет, на котором нужно было меньше всего напрягаться, потому что не нужно было с собой брать ни инструмент, ни играть по 6 часов. То есть, и, в общем, но это только казалось. Да, это только казалось. Дальше это только казалось, что не нужно напрягаться. Да, кстати, я еще хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу уровня. Мы давайте к нему вернемся буквально через короткие 4 минуты. Сейчас поблагодарим слушателей и зрителей за внимание и ждем вас очень скоро снова в этой студии. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Мы говорим сегодня о фестивале «Чайковский фест Якутск», который проходит в эти дни в нашем городе в Театре оперы и балета. Уже состоялась премьера спектакля «Щелкунчик». Какие премьеры еще ждут нашего зрителя, мы узнаем очень скоро из уст наших гостей. Сегодня в нашей студии гости из Санкт-Петербурга. Это Татьяна Антоновская, директор образовательной программы фестиваля «Чайковский фест Якутск», и Дмитрий Дедух, продюсер фестиваля «Чайковский фест Якутск». И также наш земляк Владислав Левочкин, директор Государственного театра оперы и балета Республики Саха-Якутия, руководитель фестиваля «Чайковский фест Якутск». Дмитрий, мы с вами в первом блоке, я вас прервала. Да, я хотел сказать о том, что, ну вот у нас был вопрос, мы обсуждали вот то, что Мариинский театр приезжает сюда, Большой театр, а здесь вроде региональный театр, и как бы уровень там, да, может быть разный. Но вот я хотел отметить то, что театр в 2025 году получил 3 золотые маски, а это высшая театральная премия, и их просто так не дают. Как бы здесь очевидно, что есть уровень, да, который отмечается, в общем, на уровне всей страны, да, поэтому я думаю, что сюда будут стремиться приехать и артисты. Да, это я засомневалась, что в Питер-то захотят поехать, а захотят ли поехать в Якутск, наш театр, но оказывается точно захотят, и есть чем гордиться. А за что такие высокие награды? Ну, это наш национальный балет, и, конечно, большая гордость, что мы именно за национальный балет получили сразу 3 золотые маски в этом году. Это лучший спектакль, балет в категории балет. Это также лучшее исполнение женской роли. И, получается, наша прима-балерина, вот Мария Кузьмина, получила золотую маску. И лучшая работа художника по свету. Наш тоже художник по свету, Иван Шандровский, получил вот 3-ю золотую маску. А может же так быть, что, например, танцор или певец из Санкт-Петербурга будет участвовать в какой-то постановке, да, и эта постановка получит еще одну, да, 4-ю золотую маску? Вот в рамках фестиваля как раз-таки мы приглашаем солистов, которые выступают в спектаклях с нашими артистами. То есть они входят в состав, вот сейчас идут репетиции, поэтому это очень интересный такой напряженный процесс. И вот буквально уже послезавтра мы увидим и Аланту, которая будет исполняться вот нашими солистами, и Глебом Перязевым, который представляет Мариинский театр. И так это будет с другими тоже спектаклями. Будет большой гала-концерт, где будут совместные номера, которые готовятся специально вот для этого гала-концерта. И времени же совсем немного, да, и вы так быстро можете вот ввести в роль, да, в спектакль нового актера, нового танцора. Там есть как бы нюансы. То есть перед тем, как артист едет на репетицию, ему присылают техническую запись спектакля для того, чтобы у него было понимание того, ну, в каком ключе постановка сама, да, потому что ему же нужно не только себя чувствовать в спектакле, ему нужно понимать, что делают и другие герои, да, чтобы он грамотно вливался как бы вот в эту постановку. И, конечно, уже когда он приезжает, он репетирует с режиссером, со всей труппой, они проходят вот все постановочные репетиции, элементы, как бы, да, и уже выходят и выносят. Но они много репетируют сейчас. То есть они репетировали вчера, и позавчера, вообще... и завтра будут репетировать. То есть, ну, такой нормальный процесс. Тогда, наверное, не будет совсем времени, чтобы посмотреть достопримечательности нашего города. Так все плотно, да, занято. Вот, Татьяна, вы первый раз в Якутске, и будет ли у вас время, есть ли у вас планы что-то посетить, и, может быть, вы уже что-то увидели? Да, мы уже посетили сегодня.
сегодня, и вот позавчера. Вчера мы уже увидели Лену, так что... Рыбу все нашу хвалят очень, все, кто Ой, рыба вообще сами ее хвалим. Просто потрясающая еда. Очень вкусная, очень вкусная, это как это... Все, кто уезжает... Будем отъедаться здесь рыбой. Из Якутска все говорят, вот как жить без рыбы, без якутской. Ну, а мясо? А мясо тоже шикарное, да. Да, то есть с кухней вообще мы вам завидуем. Хотя вы люди искусства, вы... Питаемся воздухом. Ну, такое ощущение. Ну, я смотрела, когда люди, которые на сцене выступают, я думаю, это же люди, которые все время себя ограничивают, да, во всем. Нельзя там поесть много, ты все время должен принадлежать профессии. Это, конечно, очень тяжело. Ну вот вчера как раз на мастер-классе Глеба Перязева мы говорили об этом, и он рассказывал о том, что приходится постоянно держать себя, то есть ты, в итоге сошлись все к тому, что надо всего в меру, то есть ограничивать себя полностью тоже не стоит, и нужно себе позволять какие-то слабости, в общем, это нормально. А так, в принципе, артисты едят ту же самую еду, что и обычные люди. Хотя, да, все-таки правильно, когда артист... в балансе, да, пребывает, потому что вот Глеб как раз вчера на мастер-классе рассказывал историю, когда он, расскажу за него, не влез в костюм Дон Жуана. И, конечно, Дон Жуан, все ожидают такого красавчика. Вот, с пузиком, когда он, сразу уже так теряется образ, да, сразу... Станиславский бы сказал, не верю. Вот, поэтому... Я с пониманием. Ну, нам вот как раз-таки повезло, все артисты такие молодые, и они вот прямо ощущаются, на подъеме находятся, сейчас очень востребованные, часто выступают в спектаклях и Большого Мариинского театра. Конечно же, они все следят за собой, за физической формой, хотя они там говорят, что позволяют себе слабости, да, но на самом деле мы же понимаем, что это большим трудом дается держать себя там в такой форме. Ну да, там потом не поскачешь, конечно, по сцене-то, если не держать. Ну да, мы опять-таки вчера на мастер-классе обсуждали, и Глеб рассказывал о том, что музыкантам, я думаю, что балетным, естественно, тоже нужно быть фанатиком. Когда ты... Это не становится твоей работой, ты этим живешь. Соответственно, ты как бы все время соблюдаешь этот баланс, следишь за собой. И тебе не то, что это нужно, ты как бы хочешь это делать. Когда ты на работу идешь как на праздник. То есть ты не считаешь, что ты идешь в любимый театр, ты поешь любимые партии, да, там где-то надо... это стоит того. Да, еще с графиками их, постоянные перелеты, да, тут тоже тяжело вот это выдержать. И спектакли поздние, вот даже когда вот мы выступали, тоже после спектакля приходишь домой, там в районе 12, 12:30 ночи, и ты очень хочешь есть, и ты не можешь там придумать себе, что я после 6 вечера не ем, то есть это не про артистов. Вы ведь пели. Пели долго. И тоже нельзя есть. Нет, почему нельзя? Нет, наоборот, ели. Ограничивать. Наоборот, ели после спектакля. И вы тоже пели, да. вы вместе пели. Да. Да. Надо же, мы спелись, я бы так сказал. Спелись, да. Наши слушатели и зрители не знают, мы за кадром говорили о том, что Дмитрий и Татьяна муж и жена, еще так у вас прямо и в творчестве все вместе, и в работе, да, в такой сфере. Надо же, как интересно. Вы упомянули, что прошли уже мастер-класс, прошел спектакль «Щелкунчик». Давайте, может быть, расскажем о том, вот в ближайшие дни, какие еще будут мастер-классы, какие премьеры. Наши режиссеры как раз покажут афишу. Может быть, кто-то еще успеет приобрести билет, вдруг там... Как раз сегодня идут тоже мастер-классы и творческие вечера в балетной школе. У нас одна площадка находится в Театре оперы и балета, в камерном зале. Все вечера и также мастер-классы у нас проходят на бесплатной основе. Единственное, что там на мастер-класс нужно записаться, поскольку количество мест ограниченное. А мастер-класс вот он кому интересен? Только тем, кто как-то... Специально занимается, в этой сфере. Чуть перебью. Там есть активные участники и пассивные участники. Активные участники подают заранее заявки. Это, в общем, люди, которые профессионально занимаются этой профессией, да, и они приходят и обмениваются опытом. А пассивные участники, они просто наблюдают за этим процессом. Вот пассивные участники могут быть просто любители
жанра, да, потому что на мастер-классе открываются какие-то детали, и ты уже с более таким глубоким пониманием предмета можешь пойти на, ну, в общем, это для продвинутых пользователей, я бы так сказал. Или, например, кто хочет еще, да, как-то свою жизнь связать, например, тоже же может писать о балете, да, или там об опере, да, то есть вот в таком ключе. Блогеры, студенты могут, да, школьники, да, могут тоже, да? Конечно, все, кому интересно. Сами преподаватели, опять же, родители детей, которые учатся в музыкальной школе, им же тоже интересно, вот как может сложиться судьба их ребенка. Ну вот на концерты билетов-то уже почти не осталось, а на мастер-классы насколько активно туда приходят люди? Ну, вчера полный зал был. Да, вчера полный зал, и мы ожидаем, что немало будет зрителей тоже на последующие, поэтому мы всех предупреждаем, что свободная рассадка по наличию свободных мест. То есть чем раньше вы придете, тем лучше у вас вероятнее, что вы будете сидеть, а не стоять. Фестиваль продлится до 30-го, да, числа, до 30 октября. Да, 31-го у нас гала-концерт. Гала-концерт, творческий вечер. Давайте еще подробнее расскажем о тех мероприятиях, которые будут проходить. Да, у нас творческие вечера еще завтра будут тоже в балетной школе. И уже, получается, следующая неделя у нас пойдет с оперными мастер-классами и творческими вечерами. Татьяна Павловская, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, ну вот оставшиеся... Анатолий Кузнецов будет для концертмейстеров давать мастер-класс. Тоже очень был большой запрос именно у тех, кто играет на фортепиано, чтобы концертмейстер тоже провел отдельный мастер-класс, сами попросили. Вот. И, ну, естественно, наши спектакли. 23-го мы показываем Иоланту, 20... И будут там участвовать уже и Глеб Перязев. Глеб Перязев и Алексей Асланов дирижирует, да. И 26-го у нас Евгений Онегин, там приглашенный солист Григорий Чернецов, заслуженный артист Республики Саха-Якутия и Санкт-Петербурга, и Алексей Татаринцев. Да. Они исполняют главные партии Евгения Онегина и Ленского. И 29-го у нас «Лебединое озеро» с приглашенными солистами тоже Буланова и Исхаков, да. И 31-го гала-концерт тоже. Эту всю информацию можно, наверное, увидеть, да, зайти на сайт Театра оперы и балета. Там да, всё, есть, там у нас специальный сайт мы даже создали, Чайковский фест Якутск. Есть у нас социальные сети, где мы тоже всегда информируем. А вы сами на какой вы спектакль или какой мастер-класс ждете? Так, ну спектакль, вообще каждый спектакль для нас тоже событие, и я думаю, для всего нашего театра большое событие, потому что это тоже возможность найти новое и действительно расширить свои профессиональные возможности, новые знакомства, новые эмоции возникают. Это очень важно, чтобы не превращалось в рутину исполнения вот нашего текущего репертуара. Вы ведь тоже можете присмотреть уже актеров и пригласить тогда, если такая задумка есть. Ну, конечно, да, это, в общем-то, так и происходит. Конечно, мы сейчас тоже, имея такую возможность, вот общаемся, думаем на будущем, возможно, и в дальнейшем проведении совместных мероприятий и с приездом в Якутск, и с нашим выездом из Якутска. Да. Поэтому, конечно, такие события, они, несомненно, ну, изменяют вообще в целом и не только отношение зрителей, да, к классическому искусству, но и в целом вот наши возможности меняют, потому что, живя здесь, вот в отдаленном таком регионе, с трудными климатическими условиями, мы немножко, конечно, теряем вот в таком вот профессиональном общении, и сейчас у нас есть такая возможность. Мы за кадром говорили, что фестиваль Чайковский фест Якутск, он проводится второй раз, и первый раз это было 33 года назад, поэтому это такое, ну, мероприятие, на которое, наверное, стоит, да, посетить, потому что неизвестно, когда будет следующее. Мы надеемся, что не через 33 года. Вы хотите сделать этот фестиваль ежегодным или какой интервал? Мы бы очень хотели. Ну да, конечно, при том, что такие события очень заметно повышают культурный уровень зрителя, да, и он может быть зимним, летним, то есть здесь можно различные вариации устраивать, можно балетные делать фестивали, разные спектакли проводить, да.
А вот вернусь к предыдущему разговору по поводу того, что посмотреть, да, очень здорово, я думаю, для зрителя гала-концерт. Да, потому что гала-концерт это все-таки такой вот сливки со всего вот материала, мозаика, да, это как набор конфет ассорти, да, где ты можешь попробовать самые вкусные, в общем, и, в общем, всячески рекомендую. И опять же спектакль Иоланта, вот на удивление, да, все в основном идут Евгений Онегин, Щелкунчик, да, все-таки такие названия, да, а Иоланта, она как-то всегда немножко, хотя она, это великолепная музыка, которая вот, она на самом деле одна из наиболее исполняемых опер в мире, да, то есть вот у нас привычно название Евгения Онегина, а вот девушку по имени Иоланта как-то немножко упускают. Хотя и здесь с билетами, в общем-то, проблем нету. Да, Просто я была, кстати, внимание. на Иоланте в Санта-Чичилии в Риме. Там был большой аншлаг. Это с Валерием Абиссаловичем Гергиевым приезжал, Мариинский театр. Шикарные певцы тоже. Было потрясающе. Ну и весь Рим стоял на ушах. Да, и она, кстати, коротенькая. Да, очень хороший спектакль. Люблю короткие спектакли. И с хорошим концом. Да, в отличие от многих опер. Да, это не драма. Да, это... Вы такое большое дело задумали и так замахнулись, да, сделать этот фестиваль таким ежегодным. Это же огромных затрат стоит и физических, и материальных. Но здесь все-таки в большей степени руководству театра надо отдать должное. Мы скорее с огромной инициативой это подхватили. А команде театра и руководству нужно просто сказать большое спасибо за то, что вы это делаете. Да. Конечно, мы благодарны всем нашим партнерам, всем, кто помогает нам создавать этот фестиваль, нашим информационным партнерам тоже, телекомпании, потому что как раз-таки вот благодаря вам мы можем донести до нашего населения о необходимости вот как раз-таки проведения таких событий и возможности приобщиться к ним. Оказывается, Владислав, вы главный тут человек. Да. Я как-то финансовую сторону не так поняла. Надо же. Спасибо вам большое. Я от своего лица, от лица коллег хочу поблагодарить вас за то, что вы предоставили нам возможность посмотреть спектакль и вот прийти именно на открытие, на премьеру. И, конечно же, огромное вам спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Мне было очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Вы такие доступные в общении. Обычно там думаешь, ну, Санкт-Петербург, Москва все-таки другая каста, и такие простые люди, оказывается. Мы живем в одной стране. Да. Да. И, конечно, мне хочется вам пожелать, чтобы у вас нашлось время отдохнуть в нашем городе, не только работать, и у вас, и ваших актеров. Пусть как-то это все получится. У нас остается до конца эфира буквально 1 минута. Может быть, вы что-то хотите еще сказать для наших слушателей и зрителей? Мы ждем вас на событиях фестиваля и очень надеемся, что вам понравится. Да. Да, мы надеемся, что сам фестиваль станет незабываемым событием. Такие события действительно меняют не только сферу искусства, они меняют жизнь людей. И стоит прийти, стоит надеть красивый наряд, ощутить вот этот вот праздник и воспринять вот эту великую музыку. Надеть красивый наряд и красивые туфли. Татьяна, у вас были шикарные туфли на премьере «Щелкунчик», забыть не могу. Мои любимые. Они меня ослепили. Но всем слушателям и зрителям спасибо большое за внимание, что были последние 40 минут вместе с нами. И на сайт заходите Якутск фест, Чайковский фест Якутск, да? И там всю информацию вы сможете узнать и не пропустить столько всего интересного. Хорошего вечера.